Я уже прохожу по таким козырным местам, где обычно можно встретить не только рябчиков, но и здесь бывает встречаю косачей и глухарей. На данный момент вообще даже ни одного перехода не было. Именно боровой птицы. И взлетов нигде никто не перелетел, на деревьях никто не сидит. Одним словом, сейчас я иду туда еще прямо, на пару километров. И там уже зайду. Там дорога, знаете, круговая. И здесь, наверное, выйду. Время позволяет. Прошел, ребят, я 7 километров 470 метров. 3 часа уже. О, косачи, бля. Вот болтаю, а. Я и говорю, тут косачи должны быть. 2 штуки увидел, не знаю, откуда они взлетели. И вот следы. Вот это да. Все, короче, умолкаю, ребят, иду дальше. Вот они следы. 2 штуки птицы я видел. А откуда взлетели, не знаю. Может, в кадр попало как-то. Я и говорю, тут должны они быть. Вон. Слышу. Справа. В общем, пока выключаюсь. Он летит. Отсюда откуда-то взлетел. С земли. На земле еще до сих пор. Все черные. Недалеко там улетели. Возможно, туда, куда-нибудь на вырубку сядут. Это, наверное, рябчик был. Вон рябчик. Сел. Резко так поднялся, не знаю куда вообще. Его не увидишь тут. Не поймешь, бля. Ветки. Вижу. Ой, взлетел. Увидел и взлетел. Где-то еще второй должен быть. Не успел выстрелить. Второго бесполезно искать. Не знаю, куда он сел. Может, где-то здесь, может, еще дальше улетел. Все в куче, оказывается. И белка тут бегает свежая. И рябчики, и косачи. Нормально. Идем дальше. Но не удалось ничего добыть. Косачи где-то вот тут. Но здесь дорога, ни волоков, ничего нету. Но и не слышно их. Дальше, наверное, улетели. Короче, свернул в сторону. Здесь, смотрите, такая не очень так приятная дорога идет, ведущая какая-то вот в ту сторону. И хочу туда сходить. Первый раз иду сюда. Может быть, даже там есть изба. Если найду избу, я там передохну. Ну, видно, что колея от машины есть. Значит, кто-то заезжал. Давайте сходим, посмотрим. Мне интересно, и вам будет также интересно. До этого, наоборот, в другую сторону я еще заходил. Там хорошая видимость там дороги. Думал, там сидят косачи. Но я там пройду. Это я начало там посмотрел.
Короче, я никого не увидел. Да нет, нормально здесь, хорошая тропинка, между прочим. Очень надеюсь, что тут изба. Надо просто отдохнуть. Посидеть. Можно у костра, под елкой, конечно. Но в избе лучше. Не, хорошая дорога. Вообще класс. 8 километров, 240 метров уже от дома прошел. Иду непонятно куда. Дорога есть. Хорошая дорога, между прочим. Если избы нету, то все равно я выйду к реке. Направление к реке идет. И лес такой становится. Береза и ельник. Ну, похоже, что к реке приближаемся. Куда-то налево идет. Я думаю, уже я к реке вышел. Что-то берег такой. Похоже. Далековато, между прочим. Да, река. Таежная речка, ребят. Почти закрыто уже. Местами можно даже переходить, где на заторах, где вот повалены деревья. Там выдра, как всегда, прошла. Красота-то какая. Где же изба, ё-моё. Устал уже идти. Смотрите, речка. Ну, наконец-то, ребят. Я думал, так холостую иду, никакой избы не будет. Да нет, стоит, родимая. Даже тут поляна, смотрите. Но она раньше как-то сено тут заготавливали. Посмотрим, что за изба. Насчет избы, чья изба. Координаты, название рек я никому не говорю, так что лучше не спрашивать. Что показываю и рассказываю, это и есть окончательно. Дополнительной информации. Я думал, тут баня еще будет. Бани нету. Изба большая, между прочим. 4×4 примерно. Стол огромный. Предбанник. Там какой-то запчасть трактора. Вместо наковальни, наверное, как всегда. Ну вот. Хон. Чалом заракарка. Чалом заракарка. Дровишки, топор, дрова. Смотрите, какой огромный предбанник. Возможно, даже здесь какая-то нары еще были. Вот так упирают лопатой. И огромный дверь огромная. Навес какой старинный. Навес еще. Это купеческий какой-то вот. Старый навес. Или в лесопункте это в кузнице делали. Пчелам заракарка. Ой. Запах-то какой. Как же я уже устал, бля. Я прошел-то. Фигня только. 8,50. 590. Ну, где-то прошел около 9 километров. Не знаю, это обманывает или нет, вот эти часы умные. Ну что тут? Нары большие для нескольких человек с наклоном с таким вот. Та сторона чуть-чуть ниже. Это говорит о том, что голова у людей с этой стороны спят вот так. Нога вон в ту сторону. Большой, огромный чайник. Я не знаю, в продаже сейчас, наверное, таких даже я не видел ни разу. Это здесь, наверное, 4 литра минимум. Смотрите, надеюсь, все видно. Ну и еще вот второй чайник для заварки, наверное. Я так переверну, потому что мыши могут залезть там.
Не люблю, когда гадят они мне. Ну, дровишки тут еще. Кирпичная печка. Я не фанат сейчас кирпичной печи. Я бы сюда поставил хорошую буржуйку, как у меня. И знаете, как тепло, в тепле, в жаре будете отдыхать. Пол. Все сделано. Там под нарами все тоже. Пол вот так. На больших чурках поставлены вот такие нары. Вот. С другой стороны вот здесь полка, также нары. Ну, раньше много охотников ходило, там по 5, по 7, по 10 человек набирается в избах. А после 90-х много изб построили уже. И да, и сейчас охотников не стало. Там единицы остались охотники, которые много охотятся. Но по весне, конечно, в этой избе много людей тоже может быть. Здесь тоже лежанка такая. Вот. Нары, чай там. Я рюкзак скину и сходим к реке. И я чай попью. Ну, в принципе, изба как изба. Ничего удивительного. Сейчас глянем. Ружье возьму. Потому что на реке всякое может быть. Может подранок, утка или еще какой-то зверь. Ну вот. Опасное время сейчас. Период такой. Подъем с реки нормальный. Там с лодки там подняться. У меня, блядь, на первой избе такой крутой. Пока поднимаешься, очень тяжело. Ну, река остывает потихоньку. Ну, небольшой перекус. Машине какашки тут. Всегда надо газету с собой носить. Не люблю я это вот этот бардак в избах, который оставляют мыши. Жесть как не люблю. Все противное. Их в этом году не так много, но все равно достают капитально. У меня, как всегда, термос. Взял с собой сегодня колбаса и хлеб, больше ничего не взял. Будем есть, пить, что есть с собой. Колбаса зеленецкая. Все по-таежному. В избе все равно лучше, чем... Да или у костра тоже романтичнее, конечно, но здесь в избе нормально сидишь. Класс. Ни разу здесь не был, ни разу. У меня как-то все время думал, что надо идти еще примерно полкилометра, и там пустырь начинается. Ну, даже не полкилометра, может, чуть ближе. И оттуда как-то к реке надо идти. А оказывается, в совсем другом месте. Мне хозяин этой избы немножко наводку дал, подсказал. Давно хотел сюда прийти. И я спросил, где, говорю, у тебя изба? Я даже, если бы не сказали, я просто бы не нашел. Вход с главной дороги, заезд. И никому не буду говорить, конечно же. Меньше знают. Пускай.
Ну, примерно так. Чай буду пить. Разовый. В общем, хозяину дома уверенно он смотрит. Передай привет, что хорошо у тебя в избе. Шкафчик обязательно привези. На машине сюда можно подъехать. У тебя золотые руки по плотнической работе. Сделай нормальный ящик. И от мышей все спрячь. У тебя везде все раскидано, там чай, здесь чай. Это, конечно, ваше дело. Я не лезу в чужую. И когда в шкафе продукты оставляешь, мышь не может добраться. И вот эти ложки, что вот здесь оставили, это, конечно, мыши тут уже нассали и чего только не сделали. Это эти ложки уже как бы мыши лазят там везде. Шкаф это хорошо. Одним словом, ребят, сейчас допиваю чай, поем и дальше пойдем. Ну, сейчас уже обратно буду идти. Примерно у меня 18-20 километров, 18-19 километров будет сегодня, походу. Нормально. Все оставляем как было. Спасибо, изба. Кто его знает, может еще сюда придем или приедем на лодке. Посмотрим. Самое главное, сейчас чай попили. Все хорошо. Оставляю как было. Ладно. Пока. Пока, избушка. Сейчас уже буду. Сейчас путь мой будет укорачиваться. По своему следу буду идти. Там еще кружок пройдусь. Крышу вон вижу, тут ремонтировали недавно. Шифер стелили там. Ну, в общем, самое главное в избушке это крыша. Самое главное, основное. У меня на второй избе тоже вот, в будущем году ремонт крыши будет. Без этого, просто без крыши, если где-то идет течь, он быстро, очень быстро, просто за несколько лет изба сгниет. Плесень, все это нехорошо. Так, ладно, на основную дорогу включусь. Уже вышел на трассу, решил еще дальше сходить. Вот видно здесь, вот отчетливо видно, что два волка. Они здесь, как сказать, два ряда идут. Один и второй. Шаги с размером одинаковые. А уже, как сказать, откуда я шел, там одной линией по одним следам шли. И еще в придачу тут я вижу или же маленький волчица может, вот след, он крупный, или же еще также здесь пробежал этот лиса. Тут рябчик ходил, между прочим. Вон там, короче, рябчик. Отсюда метро 90 примерно. На березу на ночь сел. Пока не вижу. Так. Нет, не вижу. Что-то похоже. А, вон, наверное, увидел. За сучьями.
А, вижу. Нашел, ребят. Нашел. Далековато. Так. Под яблочко. Хорошо сидит. Блядь, выше пуля прошла. Перелетел. Чуть-чуть не угадал я с расстоянием. Я даже видел, как выше пуля прошла. Перелетел, но не знаю, куда он сел там. Блядь, надо было чуть-чуть ниже выстрелить. Не вижу. Так хорошо сидел. Наверное, на сосну перелетел. Не рассчитал я расстояние, наверное. Конечно же, меньше тут. Чуть-чуть ниже надо было брать. Перелетел буквально недалеко. Да тут, я думал 90, тут 70 метров от силы. Поэтому выше пуля прошла. Где-то вот в этих деревьях вроде. Недалеко улетел. Вон на этих березах сидел. Да. Улетела птица. За этот промах, ребят, если честно, немножко обидно. Так хорошо он сидел, и я так уверенно выстрелил, но не рассчитал расстояние. И я уже заметил, сегодня это получается 3-й выстрел. И пули идут выше. Это говорит о том, что все-таки зимний период надо по-новому оптический прицел пристрелять. Сейчас зима, сейчас уже по-новому надо пристреливать. Осенью также что-то влияет. Но здесь явно расстояние ближе было. Я думал метров 90. Я перебор вышел, блядь, как я видел даже, как он шарахнулся, блин, от пули. Выше головы пуля прошла. Но, значит, судьба этому рябчику жить дальше. А мне дальше искать. Я дальше не пойду, все, я на этот пустырь и пришел. В прошлом году я здесь гонял на снегоходе на Буране. Видел, так, обманываю я вас. Я приезжал на УАЗике сюда, на УАЗике чуть дальше, и там налево там дорога будет. Там я оставлял УАЗик, ходил целый день. И на обратном пути, уже когда возвращался на УАЗике, здесь, вот в этих деревьях, оказывается, были косачи штук 20. Потом я ходил на эту вырубку еще. Точно. Давайте я раз пришли, уже зайдем, посмотрю на эту вырубку, может глухарь где сидит. И все, буду возвращаться. Да, жалко. Вот этого рябчика мне жалко, если честно, что не добыл. Блин, такой мишень был, но удивительно прекрасно он сидел. И чисто так, ни веточки, ничего не мешало. И промахнулся.
такие промахи бывают. Это зато честная охота. Шанс ему и мне как бы дает природа. Вот здесь я смотрю, рогатый прошел. Вон. Свежий, только вот сегодня след. Лощ. Через вырубку. Так. Ну так спокойно идет. Ночью рано прошел. Может, недавно, ну блин, не замерзло еще ничего. Так, ну вот. Вышли на вырубку. Хорошечно. На пустыре, как всегда, ветрено, извините за звук. У меня шума защиты нету сегодня. Пустота. Кто его знает, где эта птица? На земле кормится. Вот и все дела. Снега мало еще. Питаются остатками ягод и травой. Между прочим, ребят, я уже не стал снимать там волчьи следы, я вам показал. Но эти волки там оставили помет. И у них, знаете, в желудке одна трава. Там они, короче, такое вот оставили свою подпись на снегу. И там трава, ни мяса, ничего у них в желудке нету. Поэтому и подтянулись. Тут ветрено, пойду обратно. Идем дальше. Посмотрел дальномером, вот здесь я сидел, а там береза 83 метра, ребят, 83. Я стрелял прицелом на 100 метров. 20 метров разница. 83 и 100 метров, это 17 метров. Это, считай, на 3 сантиметра у меня выше пуля прошла. Вот такие дела. 3 сантиметра не рассчитал расстояние. Дальномер в кармане. Самое главное. Но лень было доставать. Ну вот так вот. Смотришь на птицу, вот-вот улетит. А хотя он, этот рябчик, спокойно сидел. Надо было мне дальномером посмотреть и уже рассчитать примерно расстояние. Вот. Ну вот так вот промахнулся. Это нелепый промах. Просто я себя виню сейчас за этот промах. Не винтовку, не оптический прицел, а это я виноват. Неправильно рассчитал расстояние. Блин. Как-то... Вот сколько промахов так вот получается из-за того, что расстояние неправильно смотришь. И пуля уже летит чуть выше или чуть ниже.